Всего одна неповторимая возможность была у абхазской публики насладиться моноспектаклем «Пиковая дама» в исполнении народного артиста России Евгения Князева. Учитывая его чрезвычайную занятость, даже этот единственный вечер в абхазском драмтеатре – большая удача для нашего зрителя. «Пиковая дама» с большим успехом идет на самых лучших театральных площадках России в данное время. И когда мы услышали об этом, наши друзья, мы захотели пригласить, но мы никак не думали, что это получится вот в ближайшее время. Но так как Евгения Владимировича с Абхазией связывает очень многое и очень теплые отношения, он с удовольствием принял это приглашение. И буквально вот за 2-3 недели мы смогли организовать его приезд. Помимо работы в Государственном академическом театре имени Вахтангова, съемок в кино и на телевидении, Евгений Князев является также профессором, ректором театрального института имени Щукина. Год назад Валерий Кови обратился к своему сокурснику, художественному руководителю театра имени Вахтангова Римасу Туминасу с просьбой помочь в подготовке профессиональных актеров для Абхазского государственного театра. Тот, в свою очередь, адресовал просьбу Евгению Князеву, и так группа студентов из Абхазии попала на обучение в знаменитую «Щуку». Мой руководитель Римас Туминас позвал меня и сказал: вот ко мне обратился мой друг Кове, Валера, помоги его, давай наберем для них курс. Я говорю, ну уже поздно, уже невозможно. Ну, вдруг получится. И мы начали набирать чуть ли не в мае месяце, когда уже все закончено, очень поздно. Все, почему не было такой широкой огласки, что набирается курс, может быть, был бы гораздо больше набор. Но начались вот деловых отношений, а закончилось тем, что я влюбился в Абхазию. Мне она так понравилась, что мы на следующий год приехали в Пицунду отдыхать. И сегодня, когда приезжали сюда, я сказал, давайте мы прежде всего заедем в Пицунду, к тому месту, на то место, которое просто необыкновенно красиво. И здесь мы сегодня целый день ходили по городу. Мне бы очень хотелось, чтобы страна развивалась, она обладает огромной историей, огромной культурой. Моноспектакль – это особый театральный жанр. Спектакль-монолог, где исполнитель главной роли – единственный артист на сцене. Успех постановки зависит целиком и полностью от мастерства актера. «Пиковая дама» в исполнении Евгения Князева была почти полностью статична, без каких-либо вспомогательных предметов, без смены костюмов, с минимальным музыкальным сопровождением. Спектакль, построенный исключительно на выдающемся актерском мастерстве великого российского артиста. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и ухмыльнулась. Необыкновенное сходство поразило его. Полтора часа, не отрывая взгляд от сцены, полный зал Абхазского драмтеатра, не издавая ни звука, будто зачарованный, внимал монологу Евгения Князева. По окончании спектакля чувство благодарности и эстетического удовольствия переполняли зрителей. Все охотно делились впечатлениями друг с другом. Ну, впечатления, конечно, великолепные. Очень люблю этот жанр. Мало того, я скажу, что мы в русском театре тоже маленькие такие уже наработки есть. Ну, даст Бог, в конце месяца что-нибудь подобное сделаем. Ну, конечно, не так грандиозно это будет, но мы будем очень стараться. Для нас это большая радость, для абхазского зрителя, потому что мы увидели моноспектакль большого русского артиста Евгения Князева, который с огромным успехом недавно прошел в зале имени Чайковского в Москве, в присутствии 2000 зрителей. И Евгений Владимирович приехал к нам сразу после этого своего триумфального выступления. И то, что сегодня зал, вы слышали, как видели, затаив дыхание, слушал великолепный Пушкин текст в гениальном исполнении Евгения Владимировича Князева, думаю, это показатели подготовленности нашей публики. Наша публика была на высоте сегодня. Теплый прием абхазской публики отметил и сам Евгений Князев после спектакля. Играть в театре, сниматься в кино и филармонические выступления – это совершенно особенное, когда ты один стоишь, и ты должен уметь один владеть залом. Ты должен на него воздействовать таким образом, чтобы он тебя слушал. Ты должен быть ему интересен, зрительному залу. Ни одного зрителя, если ты ему не интересен, слушать не заставишь. Он будет двигаться, кресла будут скрипеть, он будет вставать, выходить, будет все что угодно, но не только тишина, которую все так любят, которую так любят все артисты. И сегодня такая тишина была, и мне это было чрезвычайно приятно. В
конце интервью народный артист России пообещал непременно приехать еще раз, если позовут. А если не позовут, я все равно приеду. Отдыхать, с улыбкой отметил Евгений Князев. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.